Здравствуйте, с вами опять Олег Желнин, журналист, и я сейчас хотел поинтересоваться на ценах на сельхозпродукцию на ярмарке, выставке продовольствия 2022. Торжественная часть, наверное, будет самая интересная завтра. Ну а сейчас мы познакомимся все-таки, какие оптовые цены, какие розничные цены на различную сельхозпродукцию на ярмарке продовольствия 2022 в Якутии. Если сделано по якутским рецептам, спихать помада. Вот. Якут Опторг. Здравствуйте. А масло сливочное, это это амгинское или? Амгинское. Амгинское. Килограмм 800 рублей, да? Да. Ну мне, ага. Свекла Тулагина киндиамская, да? Да. Лук завозной, да? Картофель красный, Тулагин, киндиамский наслед. 60 рублей. И здесь можно, да, оптом закупаться, девушки? Оптом можно закупаться? А цена будет такой же или при опте? Такая же? Спасибо. И завтра вы тоже будете? Еще раз, вот Якут Опторг. То есть, кто хочет закупиться, пожалуйста. Идем дальше. Крестьянское хозяйство Зотова. А это откуда? Тулагина. Тулагина, да? А здесь? Завтра, наверное, вас не будет. Что-то у вас картошка 50 рублей. Завтра будете? Завтра будем, ага. Будем. То есть можно прийти завтра Завтра там стоять. в том районе, да? И можно Народ оптом там прийти и сразу несколько мешков купить, да? Конечно. Так, и капуста ваша, да? Тоже? Вот это. Куда думаю завтра? Я Еще раз, Тулагино-Киндиамский наслед, это рядом с Якутском. Можно оптом закупить капусту. А капуста сейчас почем, 30 рублей. 30 рублей килограмм. Слава. Какой? Солнечный. Солнечный и Слава, да? Слава. Сорт Слава. Сорт Слава, ага. Это прям с полей вот сейчас вот, да? Вот это для вас, чтобы вы понимали. Завтра приезжайте, если сегодня не успеете, закупайте здесь на ярмарке. Такой мордовской. А эта капуста откуда? Учалданская? Тоже 35. 35, да, или 30 рублей килограмм? 35. Учалданская. Но это на вкус. Тоже приезжаем, покупаем, выбираем, правильно? Завтра ждут вас здесь. А у вас Капуста цветная. Это все откуда у нас? сутинцы. Сотенцы? Ага. ИП Сотенца. Капуста. Баклажаны. Сотенцы, Слава. 35 рублей килограмм. Ну, здесь на ярмарке можно перекусить. Шашлыки. И здесь есть у нас ресторан Артур кафе шашлычок и мясо мархинское. Крестьянское хозяйство племенного, свиного.
льняного хозяйства Мархинское. Вот смотрите. Сало, свиные хрящи. Ну, цену вот сами видите. Ну, здесь есть и тушенка оленина. 539. Говядина. 200, да, суп гороховый. Ну, цену я вам показал. В принципе, известная достаточно. Бренд Мархинское. Льняное хозяйство свиноводческое. Я так понимаю, здесь можно и по ходу купить намский лук, мед. Ну, чтобы вы понимали, сколько. А? Караси, мясо. Спекатата. Сейчас узнаем, какие здесь цены. Сливки 40. Цены, в принципе, такие же, как и в начале, даже чуть дороже. Даже школа Антоновская продает. Послушай, салат. Салат. Антостада, свекольный. Ага. А он, Николаевский ус. Ну, здесь представлены даже животные. Яда. Частная. Семья Михайлова. Выйду, ребенок. Красивый, очень красивый. Ой, какая красота. А что за порода? Ой, что за порода? Индюки, что ли? Нет, индюки там, за сценой сидят. Ну, здесь даже диванчик есть.
Что такое? Так, здесь можно купить семена. Понятно, да? Это на пробу, да? Нет, это на угощение. Угощение. А, дегустация, так сказать, да? А это все сангаласского уста, да? Мегана кангаласка. Мегана кангаласская. Мед, село хаптагай. Хаптагай, а это Это табака, сироп и варенье. А это все пауский есть, пиндюлёнский есть, табакинский есть. ну, это дары природы, да? Да. Дегустация. Хотел узнать, вот там какие-то интересные птицы представлены. Вот здесь, прямо у входа. Там хозяева есть. А это что за порода? Я даже не знаю. Никто не знает, да? Вот хозяйка, вот она. Можете у нее спросить. Он сидит, да? Так, ну здесь представлены еще Маленькие курицы. театр, Мегана ус. Все интересуются, это что за порода птиц? Вон там. Вон. Цицарки. А? Цицарки. Цицарские. А чем они интересны? Ну, самое вкусное мясо. Мясо, а продуктивность у них какая? Они как курочки-то яйца несут? Вот, ага. Вот, Несут. вот это цицарки, да? Да, цицарки. Или они только мясной породы? Ну, вот этот, Ой, а? вот этот крапчатый. Крапчатый Несется, ага. несется? Ага. И у них еще яйца есть, получается? Кроме мяса они еще яйца дают? Да. Ага. Как все птицы яйца дают. Нет, ну а если с куриными связаться, разница есть? Нету? Разница есть. У них скорлупа очень толстая такая. Может храниться 5 месяцев их яйца. А много потребления с точки зрения ухаживания за этой птицей? Нет. Нет, да? Ага. Они очень, у них иммунитет высокий. Очень жирные бывают. Иммунитет высокий и жирный, да? А дорогое удовольствие их содержать, ну и покупать, привозить. Ага. Ну, но у нас это редкость, да? Ну, как индюки. А? Ну, как индюки. Как индюки, да? Ага. Но сейчас уже многие разводят таких птиц. Потому что мясо очень вкусное. Как бич. Какое мясо, как? Бич. Бич это что? Ну, как короб. Нежнее, чем курица или Нежнее. Нежнее, да? Ага. Как-то сало у них какое-то оранжевое, желтое. И откуда вы их привезли сейчас? Я купила яйца. Из Майи. Из Майи? А вы купили яйца царки и вырастили, так что? ли? Ага. В инкубаторе? В инкубаторе. То есть вы яйца только привезли и Ага, вырастили. И да. как получилось, да? Да. У них нету инстинкта высаживать. Сами не выводят яйца.
А как они тогда делают это дело? Не знаю, яйца же мы оптом покупаем. Ага. Где-то в Московской области, да, покупаем. А потом сколько из этого родится, да? То есть Я для... 15 штук яиц я покупала, потом вывелась только 9. Вывоз только 9. И сейчас вы их выращиваете, и сколько из них как бы несут яйца с 9? Только один? Пока только один, ага. Но они маленькие, 3 месяца им. А сколько надо их, до скольки надо их выращивать? 4,5 месяца и начинают нестись. А, то есть им надо где-то до 5 месяцев Ага. содержать, да? Очень интересно. Спасибо. И это какое крестьянское хозяйство было? У меня во дворе маленький зоопарк есть. А, да? Это где в мае? В мае. Это куда надо приехать? Мегино-Конкласский район. А улица есть там? Да, Скрябина 4. Рябина 4. Там есть зоопарк. Вот, Контактный зоопарк. мини-контактный прокат. Хорошо. Во дворе. Мам, подожди. Вот я немного все равно здесь попал на... Здравствуйте. Ну, уже день подходит к концу, я так понимаю. Люди уже... Завтра будете, да, или все, поедете? Все, да? Все продали? Вот, кое-кто не успел попробовать что-то вкусного. До встречи.